вместе решить, какие фильмы в конечном итоге есть главные и интересные. Глаза разбегаются. Анимация, игровое кино, документальные ленты. Как успеть отсмотреть весь предложенный кинофестивалем материал? Мы убедились, что картина здесь еще плачевнее. Трубу прорвало сразу на нескольких участках. Спецпроект под наблюдением. На что еще жалуются жители Ингушетии и как помочь разгрести бытовые проблемы в масштабах республики? Кропотливый труд, но я выкладываюсь, потому что только из-за того, что я люблю их очень сильно. Голосуем за нашу Зарему Джангиеву. Учитель 18-й Малгобекской школы участвует во всероссийском конкурсе преподавателей родного языка. Эта книга вовсе не о депортации, это книга о настоящих отношениях и силе характера маленького ингушского народа. О настоящем и вечном. В Мемориальном музее жертвам политических репрессий прошла презентация книги молодого ингушского писателя Билана Зугаева. Блюда у нас покупают учителя, селение тоже, а студенты покупают, что можно перекусить. Осеннее изобилие товаров на любой вкус. В Назрановском аграрном техникуме прошла ярмарка «Золотая осень». Чем смогли порадовать? Это новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии в Москве встретился с президентом компании «Ростелеком» Михаилом Насиевским. На протяжении последних лет наша республика и «Ростелеком» осуществляют плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. В ингушском филиале в первом полугодии этого года наблюдается положительная динамика в части роста доходов – 13,4% по отношению к 2016-му. Филиал неоднократно отмечали в топе лучших по динамике роста выручки. Завершился третий день фестиваля «Золотая башня». Напомню, в конкурсе принимают участие киноработы режиссеров из 16 регионов страны. Среди них и 7 фильмов из Ингушетии. Накануне в городе Воинской славы прошел киноконцерт с участием известных российских актеров Владимира Гостюхина, Юрия Чернова и Тимофея Федорова. Здесь же был презентован фильм «Последний парад Беззаветного». Залина Магушкова обо всем подробно. Небо наш родимый дом, первым делом. На киноконцерте в городе Воинской славы символично звучат песни военных лет. Попурри фронтовых песен исполняет артист театра и кино Тимофей Федоров. Он уже 10 лет в кинематографе, а впервые вступил на съемочную площадку в свой день рождения. Песни «Темная ночь», «Нам нужна одна победа», «Журавли» артист исполняет не один. Крепко бьет паренек вместе за советскую армию, за родной огонек. Поаплодируйте. Киноконцерт в рамках «Золотой башни» собрал жителей Малгобека и близлежащих селений. Советские и российские актеры исполняют для них песни из известных и излюбленных зрителями фильмов. Но прежде чем на сцену выходит гость фестиваля, на экране презентуют отрывки фильмов с его участием. А зрители тем временем только догадываются, кто сейчас выйдет на сцену. Значит так, политика царя была трусливая и велоронная. Какая? Велоронная. Вероломная. Юрий Чернов, выпускник ГИТИСа и Московского циркового училища. Свою первую роль старшеклассника Сыромятникова сыграл в 1968 году в фильме «Доживем до понедельника». Актер фильма в большинстве своем комедийного жанра шутит, что сейчас перед зрителями выступит целый оркестр. Говорит, оркестр хороший, здесь все ребята свои. И вот он на сцене совсем один, на шее гармошка, в руках гитара, а на ногах трещотки. Своим впечатлением о подвигах защитников Малгобека в Великой Отечественной войне поделился Владимир Гостюхин. Ведь сам он не раз снимался в фильмах о войне. Актер вспомнил о героическом подвиге ингушских воинов в защите Брестской крепости на его родине в Белоруссии. Очень много рассказов я слышал от моего отца, ветерана войны, инвалида войны. Очень много я прочитал книг на эту тему. Но я не перестаю поражаться и удивляться, как можно было выдержать, как можно было выстоять вот в эти великие и страшные дни. Поэтому, дорогие мои, мы должны быть достойны этой памяти. Храните ее,
всеми сердцами, здесь очень много молодых ребят, храните эту память. Создатели кинофестиваля и члены жюри поделились новыми идеями о проведении «Золотой башни». Фестиваль только набирает обороты, ведь в этом году в нем представлено более 50 работ. Очень трудно отобрать масса фильмов. Сейчас фестиваль настолько авторитетом вырос, что вот сегодня только я отсмотрел китайский фильм. Еще надо смотреть много, там таиландские, там из Армении, из Грузии. И это большое достижение нашей республики. И мне это очень приятно, что сегодня этот фестиваль живет и что он будет жить. А будет жить он, если вы его будете поддерживать всегда. Есть правило, что председатель, он имеет даже 2 голоса, может иметь, но я их не использую. Я сразу предупредил, никаких 2 голосов не будет. Мы должны вместе решить, какие фильмы в конечном итоге есть главные и интересные. Таким образом, мы выбрали одну картину. Называть я их пока не буду. Пусть это появится тогда, когда зритель увидит их и сядет тоже в зале. Главная картина одна. «Золотая башня». Ей должна быть передана. И 4 грамоты. В завершении вечера зрителям организовали показ документального фильма «Последний парад беззаветного». Кинокартина рассказывает о службе на флоте, верном служении Отечеству и самопожертвовании. У каждого корабля есть душа. Как к кораблю относишься, так он тебя и повезет. Беззаветный обыкновенный корабль, один из 35-го проекта, их было много. В фильме описывается подвиг состава сторожевого корабля Черноморского флота «Беззаветный» под командованием тогда еще капитана 2-го ранга Владимира Богдашина. В 1988 году в наши территориальные воды бесцеремонно вторгаются американские корабли. «Беззаветный» идет на таран. За этот подвиг командир корабля и несколько матросов получили награды за освоение новой техники. Кораблем никто не занимался, его было решено продать на металлолом в Турцию. И он пошел своим ходом в Турцию. Но когда он вышел из нейтральных вод Черного моря и вошел в турецкие воды, он остановился и пошел ко дну. Сам корабль, он лежит там на дне. В третий конкурсный день кинопоказы «Золотой башни» продолжаются на различных площадках республики. Их уже оценили около 2000 зрителей. Жюри посмотрело уже половину конкурсных работ. Итоги подведут в субботу на церемонии закрытия фестиваля. Залина Магушкова, Тимур Карахоев, Новости 24. Сейчас рассмотрим несколько видеообращений от жителей республики. На этот раз в спецпроекте информационной службы под наблюдением оказались проблемы с ветхим водопроводом на улице Степной в селении Нижние Чулуки и антисанитария на территории, прилегающей к Назрановскому пруду, местной, по сути, достопримечательности. Репортаж Юсупа Гелисханова. Степная улица, 3 километра, километра, своя улица, Тухнах-Ба улица. Улица, Хадуардухи. Я же труба легкий, еще ангуйда $40. Этот видеоматериал недавно поступил в нашу редакцию. Вот та самая улица Степная, проехавшись по которой мы убедились, что картина здесь еще плачевнее. Трубу прорвало сразу на нескольких участках. Вода течет по всей улице, а это самая первая точка, откуда ручей и берет свое начало. О неудобствах, доставляемых жителям таким безответственным отношением к проблеме, говорить излишне. На Степной проживает около 200 человек, всего более 30 домов. Проблему с ветхим трубопроводом подъехавший глава местной администрации сводит к высокой задолженности за воду и отсутствию средств для замены труб. Каждый день селом туадят, ханяс, труб ветхие, еще 50-х годах, а их турбаж биешь, нестандартный турбаж ешь. Но по линии Менсельхоза, проблем не льгохоз, даже водоканала уже квартира, улица Саудук здесь, ветхие говорят, хи, о, хамадили, нахад, акаштели, довольно осознать, мы прорвать духу.
Ахид отсюдалчи далс, но пока финансирование ханястка, вот ждем финансирование по линии Минсельхоза с хадан дянш минушки адали ахтали линии айл амперу очередной лачир на плане. Перспективы для местных жителей, по всей видимости, неутешительные. Пока жители улицы ждут у моря погоды, а чистая вода тем временем так и продолжает стекать по улице. В продолжении темы про трубы есть и приятные новости. Яркий пример по ремонту водопровода можно наблюдать здесь, это уже в Плиево. На центральной улице Асканова вовсю идут работы по замене ветхих труб, общая протяженность которых более 100 метров. А вот жители улицы Хрущева, наконец, в дождливую погоду могут свободно проехаться по этой дороге. О грязи и бесконечных лужах здесь уже ничего не напоминает. На всей протяженности улицы, а это больше 400 метров, положили гравий. Средства на благоустройство внесли сами же жители, а технику предоставила администрация села. Здесь, значит, и наши силы приложены, и инвесторов тоже. Инвесторы в данном случае выступили сами жители, частно-государственное софинансирование. Потому что одним бюджетом сельского поселения не получается всех сразу, все вопросы закрыть. А вот это видео несколько дней назад разместил в интернете житель Назрани. Чтобы убедиться в достоверности размещенного в интернете видеоматериала, мы приехали в одно из самых живописнейших мест города Назрань, в так называемый район пруда. Банки из-под пива и прочий мусор валяется здесь до сих пор. Судя по всему, такую картину после себя оставляет молодежь, которая не только не убирает за собой мусор, а еще и частенько устраивает игры, выясняя, кто дальше бросит пустые банки. И это несмотря на то, что рядом стоят мусорные контейнеры. Кто в итоге должен убирать и почему который день здесь стоит такой беспорядок? В поисках ответов на эти вопросы мы обратились в городскую администрацию. Мы вот сюда подъехали, и мусор, это все здесь валяется, беспорядок в общем. С вашей стороны кто-нибудь может сюда приехать, прокомментировать все это? А пока мы ждали представителей администрации, наше внимание привлекла не менее удручающая картина. В парковой зоне свободно пасется скот. Ну а отдельного внимания заслуживают опорные столбы, с которых для чего-то сняли защитные крышки. Оголенные провода под напряжением в свободном доступе. А ведь здесь ходят не только взрослые. Нельзя не заметить и то, что здесь же вдоль прибрежной зоны растет камыш. А также, судя по всему, здесь по ночам орудуют местные мародеры. Отсутствует половина ограждения. Спустя 15 минут подъезжают представители Назрановской администрации и ЖКХ, которые заявляют, что в наведении порядка на этом участке потребуется помощь участковых. Здесь несколько раз в год проводится масштабный субботник. Ну и еженедельно собирается мусор по периметру водоема, хотя по факту картина говорит об обратном. Ситуацию можно прокомментировать банальным свинством некоторых жителей нашего города, больше сказать молодежи, которые занимаются вот этими противоправными действиями, ссорят. То, что сорят, и так видно не только местным жителям, но и гостям города. Недалеко расположена гостиница, постояльцы которой, судя по всему, увезут с собой не самые приятные впечатления. Впрочем, радует одно: после приезда съемочной группы мусор все-таки убрали. Юсуп Гелисханов, Рамазан Миржоев, Адам Далаков, Новости 24. Ну а я напомню, что вы можете присылать свои видеообращения на номер 8 928 090 67 09. Все ваши жалобы будут рассмотрены в рамках проекта информационной службы НТРК. Под наблюдением корреспондентов каждая ваша проблема. Ну вот еще несанкционированная свалка, разбросанные повсюду пакеты с мусором. На такую картину в ходе рейда наткнулись сотрудники регионального управления Росприроднадзора и активисты Народного фронта. Нарушения выявлены вдоль прибрежной зоны реки Сунжа в Магасе. Кругом один мусор, а неприятный запах разносится на всю округу. Стеклянные и пластмассовые бутылки, канистры из-под бензина и старые шины. Еще одна несанкционированная свалка отмечается на интерактивной карте ОНФ. Кто ответственен за загрязнение среды и кому принадлежит эта территория, комиссии еще предстоит выяснить. Ранее, во время выявления данной свалки, с нами присутствовали представители администрации Икажева и города Магаса.
стоял спорный вопрос, так как свалка находится в границах Экажио и Магаса. Управлением Росприроднадзора была проведена административное расследование, и в ходе расследования мы установили, что данная территория находится на территории города Магаса. И в отношении администрации города Магаса было возбуждено административное расследование по части 4 статьи 8.13 Кодекса административного правонарушения и наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. Дискуссии, дебаты, анкетирование. К борьбе с коррупцией надо приучать с молоду. И здесь хороши все перечисленные средства. А еще добавить к ним горячую линию и регулярные встречи с родителями. Сотрудники Совета безопасности Ингушетии собрали руководителей образовательных учреждений и обсудили одну из главных проблем современности. Репортаж Мадины Пугоевой. Например, если к вам придут люди принять моего ребенка в детский садик, вы говорите, тяжело, но мы попробуем, мы посмотрим. Это тоже подразумевается как коррупция. Говоря о коррупции в образовательных учреждениях республики, сотрудники Совета безопасности отмечают, что руководству школ, детских садов, СУЗов и вуза необходимо определить ответственных за профилактику этого явления, включить в состав комиссии представителей местной власти, правоохранительных органов, проводить заседания не реже 1 раза в квартал и ряд других мер, направленных на борьбу с коррупцией. Привести в соответствие с распоряжением главы Республики Ингушетия от 1 марта 2012 года номер 41 РП работу по функционированию ящика доверия подведомственных учреждений. Вывести в общедоступном месте телефон доверия главы Республики Ингушетия для обращения граждан по фактам коррупции. Номер телефона указываем. Внести дополнение учебно-тематические планы преподаваемых дисциплин и выбор специальных курсов по вопросам напрямую связанным. Со школьниками и студентами необходимо проводить дискуссии, дебаты, анкетирование, проектные технологии, организовывать родительские собрания, вывесить номер горячей линии по вопросам противодействия коррупции и оформить информационный стенд. У нас в соответствии с распоряжением главы республики во всех учреждениях республики должны быть ящики доверия. Они должны быть установлены при входе в общедоступных для граждан местах, чтобы человек мог обратиться, там и анонимное обращение. Там выемка должна происходить в месяц 2 раза, 10-25 числа. И директор школы, директор садика, они должны, конечно, принимать соответствующие меры. Даже если обращение анонимное, они должны на него реагировать. Вторая немаловажная тема, которую затрагивают на встрече – борьба с наркоманией. В каждом образовательном учреждении республики есть план профилактических мероприятий. Однако, несмотря на это, педагоги стараются подойти к этому вопросу оригинально. Где-то уже практикуют знакомство учащихся с фото и видеоматериалами, на которых запечатлены те, кто когда-то столкнулся с наркоманией. Такие яркие примеры – один из самых эффективных методов борьбы с чумой 21 века, уверены они. Если показывать конкретные примеры, к чему это приводит, помимо тех плюсов, которые им предлагают наркодилеры, то, мне кажется, многие задумаются, не захотят приходить к тому, что они увидят. Впрочем, необычный подход руководителей школ к профилактике наркомании уже дал положительный результат, отмечает Ядам Хадзиев. Сотрудник регионального совбеза уверен, что эта заслуга принадлежит и преподавателям, и родителям учащихся, потому как именно воспитание подрастающего поколения не дает молодежи сойти с правильного пути. Стоят ли у нас на учете дети, которые обучаются в школах в данное время? Нет. Не стоят, да? Поэтому по данной информации, несовершеннолетние дети на наркологическом учете у нас не состоят. Это радует. Вы наши соратники, вы наши помощники, мы ваши слуги. Адам Хадзиев также отметил, что работу в этом направлении, несмотря на достигнутые успехи, необходимо усилить, привлекать духовенство, родительские комитеты и правоохранительные органы на профилактических мероприятиях. А Совет безопасности республики, в свою очередь, готов поддержать любую инициативу педагогов. Встреча сотрудников Совбеза и руководителей образовательных учреждений республики получилась весьма плодотворной. Ее участники смогли поделиться накопленным опытом и заодно пополнить багаж знаний, необходимых для реализации профилактических мер по противодействию коррупции, экстремизму и наркомании. Обмен опытом полезен всегда в любой ситуации, особенно в той области, в которой работаем мы, потому что с каждым днем меняется ситуация, меняются обстоятельства, проводятся какие-то нововведения, преобразования какие-то. Естественно, когда и каждый руководитель учреждения, он по-своему вводит эти нововведения. И каждому, наверное, будет интересно поучиться, как у другого коллеги получилось, перенять для себя что-то значимое и полезное, и поделиться тем, что сами узнали новое, и каким образом решают эти проблемы. Всегда это полезно. Руководству школ, детских садов, СУЗов и вуза республики предстоит в полной мере выполнить все перечисленные требования, а как они справятся с поставленной задачей, периодически будут проверять и контролировать сотрудники регионального совбеза. Мадина Пугоева, Сурхо Кусиев, Новости 24.
Председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев сегодня провел ежемесячный прием граждан по личным вопросам в общественной приемной в мэрии столицы. Вопросы на приеме звучали самые разные. В основном граждане просили помочь в улучшении жилищных условий, оказания помощи в трудоустройстве. К спикеру парламента обратилась также женщина с просьбой помочь ее сыну с ограниченными возможностями пройти лечение в реабилитационном центре. Несколько вопросов как бы стадии проработки, думаю, что мы сможем решить. А один вопрос прям мы на месте решили, получилось решить. Это у нас вопрос тоже улучшения жилищных условий. Мы помогли одной семье из села Плиево. Госветслужба Ингушетии увеличила выдачу электронных ветеринарных сопроводительных документов почти в 24 раза. В предыдущие годы в стране действовала бумажная ветеринарная сертификация. Продукцию на безопасность и пригодность для употребления проверяли по документам. Такая сертификация постепенно заменяется на электронную. С начала года Госветслужбой оформлено более 1000 справок, из которых 947 только за последние 1,5 месяца. Таков результат работы структурных подразделений. Стоит отметить, что с января 2018 года во всей стране переходит к обязательной электронной ветеринарной сертификации. Преподаватель 18-й Малгобекской школы Зарима Джангиева принимает участие во всероссийском мастер-классе учителей родных языков, включая русский. Это большой конкурс, который проводится в 3 этапа. Победитель определится интернет-голосованием, к которому может присоединиться каждый из вас. Репортаж Лейлы Гасяновой. Здравствуйте, ребята. Так уже почти 19 лет практически каждое свое утро начинает учитель начальных классов Зарима Джандикова. После окончания школы, когда предстояло выбрать дальнейший путь, девушка задумалась, чему же посвятить свою жизнь и в какой области сможет принести пользу обществу. Она посчитала, что лучше всего сможет реализовать себя в педагогике. Выпускница Московского современного института начала работать в Инаркинской школе, где трудилась 14 лет. Затем перешла в 18-ю школу Малгобека. Сейчас она учитель высшей квалификационной категории. Человек должен быть в первую очередь, который работает с детьми, он должен быть честным, справедливым, знать психологию каждого ребенка, найти подход к этому ребенку. Каждому ребенку должен быть индивидуальный подход, и, естественно, нужно над собой работать каждый день. Конечно, это очень трудный, кропотливый труд, но я выкладываюсь, потому что только из-за того, что я люблю их очень сильно. Владеть сердцами своих учеников – жизненная кредо преподавателя. Важно стремиться ощущать психологическую атмосферу в классе. Без этого невозможен успех в общении и воспитании школьников. Каждый человек в своей жизни – ученик и учитель. Однако школьные педагоги – это совершенно особенные люди, которые могут серьезно повлиять на личность и судьбу своих подопечных. Она научила нас грамотно писать, читать и мыслить грамотно. Зарима Саварбековна устраивает для нас праздники, открытые уроки. Зарима Саварбековна заботится, переживает и любит каждого в нашем классе. Она учит нас не только грамоте, письму, но и уважительному отношению друг к другу. Я очень люблю Зариму Саварбековну за то, что она добрая. Она очень интересно ведет уроки и все понятно объясняет. Важный показатель внимания педагога к личности ученика – это умение слушать. Зариме Джандиговой это даровано свыше, говорят коллеги. Уроки Заримы Саварбековны проходят эмоционально, на высоком интеллектуальном уровне. Они плодотворны. Дети очень активны на уроках. Очередную ступень самореализации как педагога Зарима увидела для себя во всероссийском мастер-классе учителей родных языков. Она единственная представляет наш регион в этом конкурсе. Для участия в очном этапе Зарима Саварбековна уже отправила свое резюме и презентационный ролик. Жюри будет предварительно выявлять победителя этого года, которые определятся по количеству проголосовавших в режиме онлайн. После того, как выявят победителя, будет вручено серебряное перо. И мне бы хотелось стать обладательницей этого пера, но хочу сказать, что для меня самое главное не победа, а участие. Конкурс сам по себе федеральная площадка, объединяющая учителей со всей страны. Он направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам сохранения, развития языков и культурного многообразия. Коллектив школы решил, что именно вот на этом конкурсе Зарима самый достойный кандидат. Она может хорошо представить нашу школу и республику в целом. Проголосовать за учителя можно на сайте www.vmk2017.ru, перейдя на вкладку «Конкурс методических разборок учителей» и отдать
свой голос. Онлайн-голосование продлится до 1 ноября, а заключительный этап пройдет уже через несколько недель. Там же состоится и церемония награждения победителей. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов, Новости 24. Надежда сквозь объектив. Благотворительная фотовыставка пройдет завтра в Назрани. Ее организовали активисты благотворительного фонда «Клуб добрых людей» и фотоклуба «Имаго». Такую выставку ребята проводят уже 2-й год подряд. Все средства, собранные здесь, пойдут на благотворительность в помощь одной из подопечных этого фонда. На выставке представят фотографии различных жанров – пейзаж, портрет, стрит-фото. Это работы многочисленных фотографов, участников клуба. На мероприятии планируется также провести аукцион, где с лотка будут проданы лучшие работы. Кроме того, для гостей организаторы подготовили небольшой сюрприз – зал с живыми фотографиями. Увидеть их можно будет завтра в 12 часов в Назране. В Мемориальном музее жертвам политических репрессий прошла презентация книги молодого ингушского писателя Билана Дзугаева. Произведение называется «Стон земли». Но помимо повести в книгу включены и рассказы разных периодов жизни ингушей. Сегодня автор представил на суд зрителей свою работу, над которой трудился 8 лет. Все подробности у Марии Мистоевой. Их сгоняют на площадь солдаты. Никто не понимает, что происходит. В толпе ходят слухи. Это праздник, субботник, митинг. Тогда стояла такая же зима. Людей собрали с позаранку на маленькой сельской площади перед мечетью. Эта книга вовсе не о депортации. Это книга о настоящих отношениях и силе характера маленького ингушского народа. В своем произведении автор затронул значимые периоды истории нашего народа. Как писателю ему было важнее поделиться с последующими поколениями тем, что он узнал от старших. Это и его бабушка, и дедушка, которые пережили много потерь, но и счастливых моментов в их жизни тоже было немало. Наши старейшины с достоинством перенесли все удары судьбы. Темы вечные, но на ингушской почве, то есть это взаимоотношения родственников, взаимоотношения семей, кровная месть. Это в историческом периоде так все взято, то есть депортация и так далее, на фоне этого. То есть нельзя сказать, что основа книги это депортация, или 92-й год, или такие события, но они везде там как бы на заднем фоне проходят. А так это как ингуши менялись на протяжении 20 века. Билан Дзугаев считает, что настоящая литература пишется не для денег, и истинные писатели показывают в своих произведениях жизнь такой, какая она есть. Наверное, именно следование такому принципу и помогло автору в таком молодом возрасте достичь больших успехов. В 2014 году он был удостоен стипендии федерального Минкульта за повесть «Стон земли». Крутимся в этой среде наших дедов, отцов, и в принципе я их слушал в основном. А как долго писал лет 8. Вот так вот, да. Сначала напишешь, потом редактируешь, дописываешь, меняешь. Вот так. В принципе, я не могу оценивать свою книгу, но мне кажется, все, что мог, я сделал именно для этой книги. Вот так вот. Нужно уже стараться, какой-то новый проект, что-то писать дальше. Почему именно «Стон земли» автор и сам не знает, но говорит, что название шло из сердца, а значит, оно было самым верным. Еще до презентации к писателю выстроилась целая очередь из желающих получить личную подпись Билана на маленьком и свежем томике. Исаак Адзоев – один из почетных гостей на презентации. Книгу писатель еще не читал, но уже знает, что в ней затронута тема депортации нашего народа. Писатель считает, что такие произведения полезны в первую очередь для молодого поколения. Выросли новые поколения, уже после этого до второй, третьей поколений, для которых это просто предание, легенда даже, если можно сказать. Многие даже не верят в то, когда мы рассказываем. Тех, кто был тогда в выселении, сейчас осталось мало. Ваш покорный слуга один из них. И если Исаак Адзоев очевидец тех событий, то Илез Матиев о таких страницах в истории нашего народа знает лишь по рассказам стариков, но мнение старшего коллеги разделяет. С автором книги Илез знаком уже 3 года, и отрывки из «Стона земли» читал задолго до презентации. По его мнению, такие работы дадут стимул для молодых писателей и подогреют интерес молодежи к прошлому народа. Сам повесть я читал еще 2,5 или 3 года назад. Если честно, мне очень понравилось, и понравилось то, как молодой человек думает те или иные вопросы, как он поднимает эти вопросы и пропускает через свое мировоззрение. И молодой человек пытается понять, что это было и как можно с этим справляться.
Сотрудники музея, да и весь культурный мир региона считают, что книга – это немаловажное событие для Ингушетии, а дата презентации тоже выбрана не случайно. Мы приурочили именно в канун Дня жертв политических репрессий. Мы решили провести презентацию этой книги у нас в музее. И я думаю, что книга это очень, скажем так, общественно значимое событие, потому что наши писатели, к сожалению, давно уже не пишут на такую тематику, особенно, и вот эта книга, она станет таким значительным событием в культурной жизни нашей республики. В скором времени книга появится на полках библиотек и книжных магазинов республики. Также произведение можно найти в электронном виде на различных сайтах в интернете. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. В республике пройдет акция «Красивые дети», в рамках которой запланирован приезд профессора кафедры пластической хирургии Исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктора медицинских наук Геннадия Гончакова. Профессор совместно с ингушскими врачами челюстно-лицевой хирургии проведет операции группе детей, прошедших отбор. Кроме того, к участию в акции приглашаются жители, родители, у которых есть дети с врожденной челюстно-лицевой патологией, такие как расщелины губы и небы. Приезд врача запланирован на 7 ноября. В Назрановском аграрном техникуме прошла ярмарка «Золотая осень», которая больше походила на выставку народных умельцев. Экзотичное оформление традиционных блюд, живописные картины и многое другое было использовано для привлечения потенциальных покупателей. Все вырученные средства уже по сложившейся традиции пойдут на благотворительность. Ирина Цчоева расскажет подробно. Умелые руки и желание удивить. Вот так из обычных фруктов получаются настоящие произведения искусства. Яблочная гусеница и виноградный еж, национальные лепешки и осенняя тыква. На этой ярмарке каждая участница удивляет кулинарными шедеврами. Блюда у нас покупают учителя, селяне тоже. А студенты покупают, что можно перекусить. Орехи, пончики или что-нибудь такое. Ярмарка «Золотая осень» в аграрном техникуме проходит ежегодно. Цель такого вкусного мероприятия – дать возможность студентам показать свои творческие и кулинарные способности. Если на одних столиках блюда национальные, то за другими девушки удивляет кухня европейская. А у кого-то самые обычные овощи приобретают новые краски. Каждый год проводятся подобные мероприятия, посвященные осени. Мы знаем, что 2017 год в России признан годом экологии. И в связи с этим мы сегодня попытались организовать эту ярмарку. Наш столик отличается от всех других столов тем, что у нас разные интересные композиции, которые сами мы приготовили. Вот, например, лук, сделанный из пищевых красителей. Вот фруктовая корзина из арбуза, которую я сделала. Если на один день студенты техникума, оставив привычные им лекции, перевоплотились в продавцов, то их преподаватели сегодня в роли покупателей. За их внимание здесь идет настоящая борьба. Я купила варенье и мед с орехами. У меня дома закончилось это, и варенье кизиловое я взяла. Я в этом году не сделала кизиловое варенье. Помимо блюд на ярмарке также были представлены плакаты талантливых художников техникума. Сама ярмарка, приуроченная ко Дню образования Назрановского аграрного техникума, продлится до вечера. Все вырученные средства по традиции пойдут на благотворительность, в помощь детям с ограниченными возможностями. Ирина Цчоева, Магомед Урусханов. Новости 24. Медаль высшей пробы завоевал Адам Акеев на 17-м всероссийском турнире по спортивной борьбе на призы губернатора Оренбургской области. Наш земляк выиграл все схватки в первый же день соревнований и выполнил норматив мастера спорта. В турнире по греко-римской вольной и женской борьбе, стартовавшем в Оренбурге, принимали участие 450 спортсменов из 11 регионов России и Казахстана. Ну а ингушский тхэквондист Хусен Мейриев завоевал серебряную медаль на проходившем в эти дни в Нальчике чемпионате СКФО. Хусен выступал в весовой категории до 63 килограммов. Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из регионов СКФО. Боролись за право принять участие в чемпионате России, который пройдет в середине ноября в Ростове-на-Дону. Ну, кто как достигает высот. Вот, к примеру, британец Том Морган пролетел над Африкой довольно экстремальным образом. Морган взлетел на складном кресле, привязанном к шарам с гелием. Он пытался подняться несколько раз в Ботсване, но потерпел неудачу из-за погоды и лопающихся шариков. Когда у него почти закончился гелий, он перебазировался к южноафриканскому Йоханнесбургу для последней попытки. Во время полета британец поднялся на высоту, кстати, около 3000 метров. Oh my God, this is cool! So this is my navigation device. I'm here
and I'm flying to here currently. Hopefully I don't end up here. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.